Салам алейкум, привет всем друзьям. Слышали, да, про мигрантов? Плохое время идет сейчас. Всяко разные законы продумали. На улице баран резать нельзя, на улице нельзя намаз читать. Это понятно, мы терпим. Просто меня интересно, русским человеком братом назвать нельзя. Почему это запретили? Слово брат не русское слово, что ли? Ответьте мне, пожалуйста, брат, слово не русский, что ли? Салам алейкум, привет всем друзьям. Слышали, да, про мигрантов? Плохое время идет сейчас. Всяко разные законы продумали. На улице баран резать нельзя, на улице нельзя намаз читать. Это понятно, мы терпим. Просто меня интересно, русским человеком братом назвать нельзя. Почему это запретили? Слово брат не русское слово, что ли? Ответьте мне, пожалуйста, брат, слово не русский, что ли? Нужна. Но создавался рабочий класс Ленинграда не из узбеков и таджиков, а из русских. Они потом в училище, потом стали создавать высшие технические учебные заведения при промышленных предприятиях. И сами промышленные предприятия создавали себе специалистов. Подойдите, пожалуйста, к Адмиралтейству сегодня. В Адмиралтейской верфи есть такое предприятие с богатой историей. Я один раз подошел, посмотрел. Электрогазосварщик. Зарплата 55 тысяч рублей. Ну, кто пойдет на такую зарплату к станку варить корабли? В ночном баре больше заработаешь, разливая водку. То есть уже тогда была начата политика внутренней миграции. Внутренней миграции. Я ставил этот вопрос на заседании рабочей группы Совета Безопасности. Коллеги,